Здравствуйте! На нашем круглосуточном телеканале пришло время интервью. Меня зовут Рустем Габасов. Главной культурной новостью на этой неделе стало назначение народного артиста Республики Башкортостан Аскара Абдразакова на должность художественного руководителя Башкирского государственного театра оперы и балета. Об этом мы и поговорим в ближайшие 15 минут в студии Аскар Абдразаков. Аскар, здравствуйте. Здравствуйте. Ну, позвольте вас поздравить с этим назначением и поинтересоваться. Назначение на должность художественного руководителя Башкирского государственного театра оперы и балета. Это больше радости, праздника или все-таки груз ответственности? Я могу сказать так, что для меня и вообще для, не знаю, всецело для театра это и радость, и груз ответственности вместе, поскольку есть планы, есть перспективы, есть настроение, и главное, что есть желание. Вот это самое главное. Но нужно сказать, что вы действительно в материале. Более того, в последний год, эти 12 месяцев, вы все чаще и чаще, несмотря на гастроли, спектакли, бывали в Башкортостане, здесь, в Уфе и в театре. Опять-таки, есть опыт уже некий, и, конечно же, я могу посоветовать нашему театру, либо уже, так сказать, как художественный руководитель, уже предложить новые методы, новое веяние, новые шаги для дальнейшего развития оперного балетного искусства Республики Башкортостан и, конечно же, города Уфы. Аскар, не могу не задать этот вопрос. Все-таки нет ли какого-то конфликта интересов? Потому что, вы же понимаете, люди творческие, все считают, что они самые лучшие, великие. Есть теперь художественный руководитель театра, есть директор театра. Не будет ли пересечения интересов? Нет, ну тут пересечений быть не может, поскольку директор театра отвечает за одно, художественное руководство отвечает за другое. Поэтому помимо того, что я художественный руководитель, еще есть и некая такая художественный совет. Малый художественный совет, и есть и большой художественный совет, на котором мы решаем наши проблемы, общие проблемы, художественные проблемы. И вот вчера мы буквально собирались и говорили о дальнейших перспективных планах, какие гастроли будут, насколько, кто приезжает, планы на будущее. Потому что сейчас закончился буквально днями фестиваль Рудольфа Нуриева, балетный фестиваль, в котором приняло около 500 участников балетных пар. Театры были представлены из-за рубежа и также, так сказать, и из России. Поэтому это то, что было, то, что будет в перспективе. Это, конечно же, ближайшее, это вот Аксаковская елка. Потом будет, конечно же, из таких театральных больших действий, это будет фестиваль вечера, оперные вечера Шаляпинские вечера в Уфе. Ну, нужно сказать, что вот эта встреча с коллективом театра, с администрацией, которая состоялась накануне, к ней действительно было повышенное внимание. Вот как она прошла? Со знаком плюс. И более того, хочу сказать, что, конечно же, коллектив очень принял это с огромной любовью, потому что я очень давно знаю коллектив, поскольку я в театре прослужил более 25 лет. И, конечно же, я знаю каждого солиста, знаю каждого, так сказать, человека, кто служит в этом театре, и для меня это не ново. Ну и вы ведь 25 лет назад свои первые шаги делали не где-нибудь, а именно здесь, в Уфе, на сцене Башкирского государственного театра оперы и балета. Но вы все-таки больше оперный, вы только оперный. Нет ли вот этого, скажем, чувства ревности между балетными и оперными артистами? Потому что, может быть, балет считает, что сейчас больше внимания будет уделяться опере. Ну, я не думаю, поскольку все-таки надо, безусловно, все это решать одновременно. Почему и существует художественный совет? Потому что нужно знать дальнейшие планы, какие будут постановки, на что нужно будет обратить внимание. И в балете, и в опере их хватает работы, потому что есть свои такие каждодневные мелкие вопросы, которые не требуют сразу решений каких-то вот конкретных. А на что, как вы считаете, в первую очередь стоит обратить внимание вот сейчас, когда идет план на следующий 2020 год в театре, в репертуаре? Возможно, вы уже решили что-то поменять?
Ну, вы знаете, конкретно менять таких вот больших шагов делать не нужно, потому что это всегда чревато. Вот, нужно постепенно посмотреть на творческий состав. Вот, и уже, так сказать, планово уже решать, с кем идти дальше. Может быть, с кем-то нужно будет и действительно попрощаться, с кем-то как-то вот понять. То есть, понимаете, это все очень, очень надо делать мягко, потому что артисты, люди тонкие, поэтому нужно идти совершенно... идти так, чтобы потом не было больно. Совершенно верно. Да. Но я хочу напомнить нашим зрителям, что Аскар Абдразаков является еще и советником главы Республики Башкортостан Радия Хабирова по вопросам культуры и искусства. Вот это еще большая степень ответственности, ведь вы, как советник главы, отвечаете за театры по всей республике. Нет, за театр по всей республике я отвечать не могу, поскольку для этого существует Министерство культуры. Да. Вот. А за перспективные планы с Башкирии, башкирских театров, за развитие культуры за рубежом я и, конечно же, в дальнейших планах развития культуры и в России, и представление башкирской культуры, башкирского искусства. Вот это самое важное. Опять-таки, конечно же, гастрольный график, опять-таки, музеи. Это все нужно развивать и нужно двигать, потому что есть очень много программ Министерства культуры России, на что выделяются деньги. Вот. И, конечно же, нужно просто-напросто это поддерживать. И как раз-таки вот я считаю, что одно из моих таких событий, что вот пытаемся вот на следующий год из бюджета страны, из бюджета Министерства культуры уже, так сказать, сделать большой гастрольный тур и оперы, и балета. Поэтому это очень важно. Опять-таки, и нельзя забывать и о наших драматических театрах. С ними тоже будет отдельная потом встреча. Мы будем обсуждать темы круглого стола. Мы еще, так сказать, мы только запланировали, но пока, так сказать, должны подготовиться. И, наверное, вот до конца этого года мы встретимся и будем обсуждать те наболевшие проблемы и, может быть, те решения, которые нужно будет именно сейчас осуществить. Ну, я думаю, что вашим коллегам, художественным руководителям других театров башкирской столицы и республики было очень приятно услышать, что встречи с ними тоже не за горами, потому что на общем фоне, как мы только что разговаривали с нашими коллегами до этого интервью, что вот Башкирский государственный театр оперы и балета выглядит как-то особенно, с премьерами, с фестивалями, с великолепными декорациями и с худруком Аскаром Абдразаковым с вот этих вот дней. Спасибо большое, спасибо за доверие, очень приятно. Но вот один из проектов, я, так сказать, хотел бы еще уточнить, поскольку год театра, и вот в завершении года театра такая возникла мысль, что новогоднее представление, одно из новогодних представлений Республики Башкортостан должно быть отдано детям, объясню, тем детям, которые нуждаются в этом. Это да? такая благотворительная акция. Расскажите подробнее, что это будет. Что, значит, театр Республики Башкортостан, один из новогодних представлений, вот эту сумму выделит для определенного детского дома. Каждый театр в республике даст благотворительное представление, чтобы помочь. Да, и вот сборы от этого спектакля пойдут в помощь детям, тем неблагополучным детям, может быть, тем детям, которым нужно помочь, которым нужна действительно эта помощь. Тогда мы как-то вот тем самым мы и сами, в общем-то, будем расти творчески изнутри. И как-то вот такая благотворительная акция будет хорошей завершающей точкой для года театра. Но это действительно такой новогодний театральный марафон для того, чтобы помочь детям и заставить их верить в чудеса. Вы-то сами в чудеса верите? До сих пор, да. Честно говоря, да. И
хочется просто дарить вот это счастье для людей, прежде всего, для республики. И это немаловажно, ведь счастье должно быть в каждом доме. Это действительно так. Но будем надеяться, что театр всегда был для вас домом, что в конкретно взятом Башкирском государственном театре оперы и балета, благодаря вашему приходу, счастья и счастья для зрителей, и для артистов будет как можно больше. Да, я с этим полностью согласен. 2019 год, как известно, год театра. Это юбилейный год для Республики Башкортостан, столетие Первой Республики, столетие народного поэта Башкортостана. И вот такое назначение художественным руководителем Башкирского государственного театра оперы и балета народного артиста Республики Аскара Абдразакова. Аскар, удачи вам! Спасибо огромное. Будем надеяться, что все будет хорошо. Так и будет. Да. Смотрите интервью на канале «Россия-Башкортостан» и на сайте ГТРК «Башкортостан». До свидания.